Функция – одно из основных понятий математики. Во многих практических ситуациях значение одной величины может зависеть от значения второй. Например, потребительский спрос на говядину может зависеть от текущей рыночной стоимости. Или количество загрязнения воздуха в столичном районе может зависеть от количества автомобилей на дороге. Частное отношение можно выразить в математическом виде функции. Например, объем шара будет являться функцией радиуса шара. Или другой пример – путь. Путь тоже будет являться функцией скорости тела и функцией времени движения. Это отношения, выраженные математически. Также на данном примере мы можем показать то, что функция является соответствием между какими-либо элементами числовых множеств. Например, как x является элементом r, или y и тоже является элементом r, но уже другого множества, но при котором каждому элементу соответствует один элемент. Также множество x и множество y будет являться областью определения функции, или на английском domain. Также элементарный пример. Нужно найти значение функции f от 3 при условии, что f от x будет равняться x в квадрате прибавить 4. И еще несколько элементарных примеров. Также функции можно определить с использованием более чем одной формулы, где каждая формула описывает функцию на подмножестве области определения функции. Функция, определенная таким образом, иногда называется кусочно определенной функцией. Рассмотрим пример такой функции. На самом деле он не такой сложный, как кажется. При решении данного примера у нас x будет равняться минус 1/2. Если x у нас будет меньше 1, то используем верхнюю формулу, верхнюю часть формулы. Но если x будет больше или равен 1, то мы сможем использовать вторую формулу.